Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем», и сегодня мы находимся в селе Старая Табага, а конкретно в доме, в музее, в старой библиотеке, можно сказать, да. И рядом со мной стоит Светлана Ивановна Иванова, это житель Табаги, да, жительница, а также заведующая Домом культуры «Кедр» в Новой Табаге. Светлана Ивановна, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Мы рады приветствовать посетителей, гостей села. В этом году мы отметили большие круглые даты, 280 лет основания Иркутско-Якутского почтового тракта. И так как старинное ямщицкое село Табага, мы тоже отметили круглую дату. Ну и, конечно, у нас присутствовало много гостей, прошел ряд мероприятий и вот народное гуляние прямо там в поле, в таком городке мостостроителей, которого мы же ждем с ожиданием строительства моста. Ну а сегодня мы, конечно, рады познакомить с нашим музеем. Музей села, он был основан в 1958 году нашими депутатами, значит, поддержана дирекцией школы того периода. И, конечно, наш краевед Соколова Светлана Ефимовна, ну и потом работники библиотеки и клубные работники. В 1907 году, когда школа была закрыта как малокомплектного, два кабинета музея у нас были расформированы, так как у нас школу отдали под общежитие, и мы вот сюда в хранилище, в помещение хранилища библиотеки перенесли оставшиеся экспонаты. Ну и, конечно, потом в течение времени мы тут своими силами на полном голом энтузиазме соорудили стеллажи, стенды, собрали. Ну, у нас были тут такие моменты, мы находили такие интересные картины, фотографии, стихи. Ну, то есть у нас экспонаты практически все живые, их примерно около 400 штук. Ну, учитывая там все альбомы, то есть тут история школы, история села, комната боевой трудовой славы, потом славная история Табагинского отделения совхоза Хатаский. И вот как-то по крупицам мы это все собрали. Ну, изюминкой нашего музея мы считаем, это наше такое место силы, это вот такой вот подлинный верстовой столб. Да. Это прямо мы начали отсюда. Да, с красного угла, вот до символично. наполеоновского периода практически он был сохранен на территории частной усадьбы, и когда там хозяева решили поставить гараж, этот столб, он был исследован, обследован, подтвержден, что он действительно вот такой старинный. Мы его маленько подпилили, то есть он у нас выезжал в экспозицию музея якутской политической ссылки, то есть он участвовал в городских мероприятиях. Вообще периодически наши экспонаты вывозятся в экспозицию, участвуют в съемках, в клипах, потом наши дети, научно-практические конференции «Шаг в будущее», «Соколовские чтения». Ну, то есть вот все эти материалы, у нас еще есть один музей, который при школе сейчас есть. Ну и часть вот этих детских работ, это, конечно, теперь в школе, в Новой Табаге. Ну, вот у нас верстовой столб подлинный, потом вот такие, конечно, реквизит, ямщиков, это вот подлинные прямо колеса, кованые. Да, вот такая дуга у нас, она сделана из черемухи, тоже до последнего времени она работала, буквально года 3 вот этот у нас, тут еще был валдайский колокольчик, он теперь на выставке колокольчиков. Да, у нас экспонаты живые, рабочие, поэтому мы их периодически выставляем в различных экспозициях, выставках. Ну, работа продолжается. Здесь у нас, тоже маленькая история школы. Здесь хотим показать, это вот у нас приехал макет школы с Новосибирска. Это сделал выпускник школы, брат Светланы Ефимовны. Как бы школа, вот двором вход у нее получается со стороны горы. То есть вот как бы фотография школы, и тут как это все было. То есть рекреация и спортзал это вот здесь в большом коридоре. Да, вот, мы еще занимались макетированием, не доделали немножко. Да, живая история села Табага. Так. Славная. Ну, сейчас, конечно, село испытывает трудности, как, наверное, все села России и республики. Но большие у нас журналы отзывов, тут советский период, и вот как бы последняя книга. Это наша библиотекарь Соколова Светлана Ефимовна, вот с ее легкой руки это дело продолжается.
Значит, у нас вот такие, наверное, смешные на сегодняшний момент стенды, но это было сделано вот тоже нашими учителями, и мы хотим вот этот центральный стенд посвятить, ну, основателю музея. То есть в 1958 году вот при ее поддержке была сначала организована комната боевой трудовой славы. А Соколова Евдокия Дмитриевна, она во время войны была депутатом сельского совета и председателем, то есть она провожала наших ребят и занималась вот всеми как бы колхозными делами. Очень большой вклад внесен, да, и вот фамилии Соколовы, Евдокия Дмитриевна, Светлана Ефимовна, они, конечно, у нас у всех на слуху. Ну и, конечно, у нас уголок боевой трудовой славы. То есть вот у нас, когда мы подъезжаем к Дому культуры и библиотеке, у нас стоят елочки. Это легенда села. Их посадили ребята 1939 года выпуски, и вот ребята ушли на фронт, и это практически все, что от них осталось, потому что они как бы погибли все молодыми. Да, ну вот Иннокентий Иннокентьевич Соколов, это нам подарили дети художника, у него был цикл ветеранов, это вот наш односельчанин, нам подарили, вот в прошлом году мы отмечали город трудовой славы, Доблести. И вот у нас был вечер тематический, и нам эту картину вручили. Конечно, мы хотим сказать, что как с каждого населенного пункта России и Якутии вот у нас на фронт ушло 64 табагинца, из них 32 вернулось, и 32, ну, как бы остались на полях сражений. Также хочется сказать, что вот в 2015 году по народному бюджету мы сделали новый обелиск, вот слава павшим, уже там кто пришел и кто остался. Это вот у нас был новый обелиск, а у нас их вообще на территории 3 штуки получается. Это вот обелиск 52-го, 85-го и вот 15-го. Ну, то есть он первый был поставлен колхозниками, силами колхозников, и вот с 65-го года это начало, ну вот митинги здесь все время проходят, то есть вот такое место встречи, как бы у крыльца школы, ну, очень много съезжается детей, потомков, учеников, ну, то есть вот такое тоже как бы место силы, центр села у нас получается. Мы еще шуточно говорим, что у нас здесь Красная площадь. Да. Ну и, конечно, мы хотим сказать, что в селе проживает 12 поколений, это потомки ямщиков, ну, которые участвовали и в событиях гражданской войны, и приход советской власти в Якутию, он пришел через Табагу, то есть высадки Красного десанта Аполлинария Рыдзинского. Это вот на берегу же у нас, да, стоит памятник. Вот тут есть обелиск на берегу Лены, стенд посвященный. В 18 году к нам... Нет, в 21 году нам приезжали потомки вот этих польских, ну, его потомки приезжали, внуки, правнуки здесь были. Они сказали, что мы живем лучшее место на свете. И они, конечно, были очень удивлены, что еще сохраняется память. Потому что вот они, ну, переиначивают же сейчас все, да. Ну вот посетили все наши места, мы им показали все наши красоты, и они сказали, что мы живем в раю. Вот так. А мы об этом даже не догадываемся. Да, ну вот славная, это уже история, это колхоз имени Ворошилова, то есть, ну вот со становлением советской власти, потом, значит, вот этот весь уклад, все колхозы и совхозы, они назывались именами красных командиров. То есть, допустим, село Техтюр, там был колхоз имени Кагановича, у нас Ворошилова, там дальше Молотова, и вот по долине как бы это все. Мы хотим похвастать, что в советский период, вот славная история совхоза Хатаский, у нас очень много чемпионов передовиков производства, то есть кавалеры ордена Труда, участники выставок ВДНХ. Ну, сейчас это, конечно, уже все пожилые люди на заслуженном отдыхе, но при этом они как бы тоже все непременные участники наших мероприятий и жизни общественной. Так вот, большие альбомы, то есть вот история празднования 9 мая, вот 40-летие Победы, потом книги почета с фотографиями, ну, вот такие черно-белые. То есть нужна большая работа, чтобы это все оцифровать и отсканировать. Но при этом они тоже рабочие, мы берем отсюда материалы. К нам приезжали тоже земляки, и они книги пишут и по генеалогии,
Ну, то есть тоже находит, каждый для себя здесь что-то находит. Ну и, конечно, так как мы находимся в здании бывшей школы, мы один учебный уголок все-таки сделали. Так. Это парта новодел, потому что мы искали оригинал, но вот мы его сделали, получается, 5 лет назад. Значит, находясь вот в этом нашем уголочке небольшом, так как помещение музея очень маленькое, в одном кабинете, у нас есть учебный уголок, то есть, ну, гордость этого уголка, скажем. Эта парта вот новодел, мы ее сделали 5 лет тому назад, тоже к юбилею села и ко дню учителя. И чернила рабочие, да? Ну, сейчас уже, наверное, подсохли, давно не проверяла. А перышко к нам приехало из Питера, из Санкт-Петербурга, это с музея Пушкина на Мойке. Да, вот тут у нас вся история, то есть школа у нас была большая, тут одно время также располагался интернат, то есть вот зданием школы там еще есть здание помещения, вот интернатовские дети бывшие, они к нам тоже периодически заглядывают, как посетители, очень рады, что вот, ну, как бы они здесь тоже все есть, тоже все смотрят, Светлана ищут. Ивановна, ну здесь очень много предметов, да, быта. Да, ну это вот старинного. предметы быта, мы их называем прабабушки и прадедушки нынешней бытовой техники, да. То есть вот этот плуг, он Железный. кованный, да, в колхозной кузнице, то есть это, ну, практически ручная работа. Он очень тяжелый. Когда мы это выносили, заносили, мальчишки сказали, что это очень тяжело. Ну, также вот эти все кожемялки, весы безмены, сепараторы ручные, вот эти деревянные, выдолбленные. Но это все ручная работа и вот охотничье приспособление. И вот это у нас тоже маленькая гордость, это руль трактора на чурочном топливе, называется руль от трактора Форзон. То есть у нас было мало тракторов, это, по-моему, тоже 30-е годы. И тоже очень тяжелый, да? Да, он тяжелый, то есть это надо было. Ну и вот к нему тоже есть одна история, когда наши девчата, которые во время войны вот пахали елань, ну вот эти наши пашни, которые на горе, то есть это же раскорчевки все, ну это очень тяжело. И там еще была история, когда девочки 16 лет ночь пахали на тракторе и потеряли плуг, их за это чуть не осудили. Ну их спас на то время бригадир, потому что они сожгли топливо, но не вспахали, они потеряли то ли барану, то ли плуг, вот что-то такое. Ну там вот деревянные туесочки, чуроны, то есть то, что давала природа людям, и вот они из этого, ну, приспосабливали под хозяйственные нужды. Ну и в продолжение как бы утвари у нас есть вот такой стеклянный стеллаж, где я хочу показать вот такую хлебную чашку. Ну, это приблизительно, не знаю, конец 18 и начало 19 века, наверное, да? Ну, то есть вот она выдолблена из дерева. То есть вот такое, тут прям так написано, хлебная чашка. Ну, то есть вот она такая интересная, с зернышками. Потом вот у нас такие артельные чайники. Тоже вот такие. Видно, что они бывалые, рабочие, да? Вот есть один такой, и еще был один оранжевый, с той стороны стоит. Ну, вот у нас еще есть финансовый вестник. Это такой план на 5-летку. Это книга 1901 года. Ух ты! Да. А что там? Ну, там как бы вот первый год, и там все, что произошло, такой план на это. Ну, такого финансовый вестник или отчет, да? Так, потом у нас вот такой песенник. Нам подарила его дочка учителя Шепелевой Иннокентия. Это, по-моему, 39-й год. Какой-то год. Ну, вот старинный сборник песен. Наши бабушки, ансамбль «Зоренька», которые 20 лет нынче отметили, мы еще по нему работали. Ну, такие, что еще? Ну, вот эти все сито. То есть, сколько было пересеяно муки. И вот такие приспособления, то есть наши современные дети, они даже, ну, как бы не догадываются, что это такое. Вот, это ж про прабабушка стиральной доски. Так. Или утюга. То есть мы вот на такую круглую, наворачиваем ткань, да, и вот так вот или стираем, или гладим. Ну, то есть такая вот
Мгм. Это Валек называется. какого века получается? эти? Ну, я думаю, 19-го. Мгм. Ну и вот, конечно, наши утюги. По ним тоже была работа. Да, угольные. То есть их надо, чтобы разогреть, надо их А вот это вот размахать. что? Железные. Это коньки. А, Это коньки, которые привязываются к валенкам. Вот так вот. м. Вот такая сыромятная веревка. Мгм. Ага, и все, и покатились. И покатились. Вот на таких мощных гвоздях. Классно. Да, в какой-то позатом году мы делали фотосессию. То есть девочка сидела в юбке и вот в этих конечках. Себе. Да, значит, очень у нас интересен вот этот экспонат, это конечки. Это коньки, которые вот привязываются к валенкам. Привязываются не к валенкам, ну, в лучшем случае, или к торбозам, да. То есть вот это сыромятная веревка. То есть она сделана из кожи животного, очень хорошо, ну, как бы, очень крепкая. То есть если она пока сырая, если ты завязал узел, то ты его потом уже и не развяжешь, только да, обрезать его надо. Ну вот, и история у нас есть была с сыромятной веревкой. Нам один год приехали гости с Хангаласского улуса. И вот бабушка, там 80 с лишним лет, она стоит и плачет. Я говорю, что случилось, что вы так расстроились? Она говорит, я вспомнила свое детство. То есть она давно не видела вот этого, да. И она говорит, я вспомнила свое детство, говорит, я маленькая, и лет 9 во время войны, вот она ведет этого быка. Ну, естественно, кого же она там, извините, я плачу, потому что его там надо напоить или накормить, что-то такое. Говорит, а он не идет. Ну вот она растрогалась, сказали спасибо, конечно, за память. Такая ностальгия. Да. Ну и вот такой у нас имщицкий уголок. Это мы тоже делали, ну, к приему гостей на какую-то хорошую масленицу. Коллекция чайников заварных, да, у нас был проект «Время чайников». Ну, потому что сейчас же у нас как бы пакетированный момент, да, а заварить чай в красивом чайнике. Это уже редкость. Да, ну как бы вот мы периодически делаем такие дегустации чайные с травками, то есть местные жители у нас занимаются, то есть мы тут собираем и кипрей, то есть вот Иван-чай. Традицию сохраняете. Да, тут все очень интересно. Ну и, конечно, вся прелесть это в наших чаепитиях. То есть самые вкусные блины где? В Табаге. Да, ну и вот наши праздники, масленицы. Мы очень любим принимать гостей. Вот наши сундучки, имитация печки. Вот наша любимая прялка. Она приехала с города Томска. И вот у нас, когда бабушка умерла, ее дети ее передали в музей. Она практически рабочая. Еще вот где-то было у нас веретено. Ну и вот, конечно, женский уголок – это швейная машинка. Прялки, сундучки, ластучки. Вот такие вот у нас предметы. Ой, тут у нас, знаете, что лежит? Клад. Это мы выиграли на проекте «Якутск туристический». Да, мы же туда вывозили выставку, и нам подарили вот такую, это, по-моему, волчья шкурка. Похоже, да. Она лежала на кресле. Кресло-качалка Вот. там стоит, да. Кресло-качалка это тоже, ну, выполнил местный житель, они когда уезжали в Башкирию, они ее нам подарили. То есть эта шкурка лежала на том кресле. И еще мы хотим вот показать наш такой дамский уголок. Тут у нас такой комодик. Да, и к нему, конечно, все, что туда полагается. Это зеркало, статуэтки, Женские. духи советского периода, фотографии любимых артистов, ну и вот такой радикюль. Легким движением все открывается, достается, гомоночки. Да, ну тоже экспонаты все живые, потому что мы вот на ретро-моду выезжаем, на День города, все эти ретро-показы, то есть у нас все работает. Светлана Ивановна, а вот собирается все опять-таки жителями, кем? Ой, ну, вообще экспозиция была очень большая. Раньше музей располагался в 2 кабинетах, вот в двухэтажном здании, а потом был период вот этого межвластия, когда эта половина пропала, и все, что мы собрали, и потом дособрали, ну вот хочу сказать огромное спасибо нашим жителям, которые безвозмездно, просто бесплатно, от всей души нам это подарили. Ну, мы пообещали, что мы это будем сохранять. Соцкультбыта практически здесь закрыты, здесь в Табаге только Дом культуры и магазинчик, да, частный. То есть вот это нам передали библиотека, тут вот бланки телеграмм,
печати. Потом вот есть у нас такая книжка, то есть она тоже довольно старинная, это вот одна из последних раскопок. То есть расписка в получении почты, писана чернилами. Так, какой-то год, 28-е. Это был какой-то год советский. Ну, 50 какой-то. Потому что же последний почтовый перегон, он был в 52-м году, по-моему, 52-й или 57-й. То есть мой дед вот последнюю почту он еще гонял. Ну вот, печати, фотографии. Это вот макет Зашиверской церкви. Это нам тоже вот с тем макетом с Новосибирска пришел. А здесь у нас очень интересные экспонаты. Это у нас пробы грунта, то есть 84-го года. То есть еще в то время они были взяты здесь у нас на Табагинском мысу, пробы грунта для строительства моста. То есть это очень давняя история. Вот 82-84 год у нас тут экспедиция стояли, которые брали пробы грунта. Ну, не так часто, как бы мы хотели, ну и вот здесь тоже у нас такие моменты. Ну, то есть вот коллекция значков вот тоже передана. Ну, кто бы это посчитал, я думаю, что это тоже как бы, ну, дорого стоит. Красноармейские книжки, медали. То есть вот у нас был директор счастливый Евгений Павлович, он участник Сталинградской битвы, и вот какие-то его вещи, вот фляга, вот этот осколок гильзы, ну то есть это вот все оттуда. Фляжка и красноармейские книжки. Но это семейные реликвии, и поэтому они нам очень дороги вот тем, что нам их доверили. Книжка пионера. Где вы сейчас найдете такой экспонат, да? С законами, с отметками о выполнении. Ну, то есть вот лучшая доярка Якутской АССР. Лобанова Марфа Евграфовна. Вот нынче мы в Хатасы выезжали тоже, ну, в рамках юбилейных мероприятий в музей села Хатаса мы вывозили 26 экспонатов. Так что, то есть ну, вы там так вот, активненько, да, выезжаете? ну, мы стараемся, да, и в музее города Якутска мы выставлялись, и в музее политической ссылки. Потом мы очень активно сотрудничеством с общественной организацией «Потомки государевых имщиков», они тоже периодически здесь у нас бывают. Ну, там вот часы подарили, как бы наш ансамбль поддерживают, поэтому мы живем очень дружно. Дружно и насыщенно. Ну вот, так что приезжайте к нам в клуб, заходите к нам в музей, да, и мы рады приветствовать на Табагинской земле всех гостей нашего села. Светлана Ивановна, вам огромное спасибо. Вам также дружно продолжать работать, да. Вижу, что у вас несколько, тут много, да, энтузиастов, которые продолжают это дело, да, сохраняют традиции, культуру. Вот благодаря таким людям, да, как вы. Ну, спасибо, наверное, конечно, сегодня. огромное. Хочу сказать всем спасибо за поддержку нашим учителям, жителям, нашим старшим товарищам и подругам, потому что, как говорится, Родина сказала надо, комсомол ответил есть. Будем работать. Все, на этом мы прощаемся с вами. До встречи в эфире.